В эфире передача «Криминальный Якутск», я ее ведущий Айсен Николаев. Сегодня в выпуске. Темнота друг молодежи. В Якутске двое молодых людей напали с ножом на человека. Вообще, чисто по-человечески пошли, я еще у них закурить попросил. Хитрый шопинг. Женщина умудрилась, не заплатив, получить и товар, и сдачу. Злоумышленница, вступив в доверительные отношения с продавцами торговых точек, похищала товарно-материальные ценности. Доверяй, но проверяй. В Якутске прошла операция «Мигрант». Вам какая разница? Он ответственный. Он отвечает, значит... Мы будем виноваты. Итак, начнем с криминальной хроники. Вечером 17 мая на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение о нанесении ножевого ранения возле магазина по улице Черяева. На место незамедлительно выехало несколько нарядов полиции и скорая помощь. На месте было установлено, что на дворник одного из магазинов было совершено нападение. Двое молодых людей под предлогом прикурить сигарету без видимых причин нанесли пожилому человеку удар ножом в спину. Однако мужчина смог отбиться от нападавших и добраться до освещаемой улицы, после чего молодчики ретировались. По данному факту проводится проверка. Они шли, они нормально подошли. Вообще, чисто по-человечески пошли, я еще у них закурить попросил. Ага. Они сигарету дали, да? Да, сигарету Пачка дали. какая была сигарета? Пачка Оптима. У них Оптима была? Да, Оптима была. Какая Оптима? Красно-желтая? Красно. 6 мая в полицию поступило сообщение о совершении мошенничества, совершенных по одинаковой схеме. При помощи камер видеонаблюдения была установлена подозреваемая, которая вечером 18 мая была задержана нарядом патрульно-постовой службы. Злоумышленница умудрилась разговорить продавцов так, что они не замечали того, что с ними не расплатились за товар. По данным фактам проводится проверка, также проверяется причастность женщины к другим похожим преступлениям. Бугальда, посмотрите. Данная футболка тоже изымается. Видели, да? Вытащил из шкафчика. Детская футболка Черубино 134,68. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Вы все заберете, что ли? Сотрудниками оперативно-следственного отдела межмуниципального управления МВД России Якутская установлена уроженка Амурской области, подозревающая в совершении хищения имущества путем злоупотребления доверием. Злоумышленница, вступив в доверительные отношения с продавцами торговых точек, похищала товарно-материальные ценности. От дачи показания подозреваемая отказалась на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации. Имущество, добытое преступным путем, и денежные средства в сумме 10 100 рублей были изъяты в ходе обыска. В Якутске прошел рейд по выявлению незаконных мигрантов. В межведомственном мероприятии приняли участие сотрудники столичной полиции, судебные приставы и сотрудники миграционного контроля. Вы кто? Вам какая разница? Он ответственный. А вам какая разница? Он отвечает, Если значит... упадет, мы будем виноваты. Почему? Потому что вы какой черт находитесь в строительной территории. Проверка документов. Проверка документов. Пройдемте, пожалуйста. Все, собираемся здесь, ребят. Сейчас. Да, Тимы, проверки я. За прошедшую неделю в городе Якутске было совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 5 человек. Инспекторами госавтоинспекции было задержано и отстранено от управления 72 нетрезвых водителя.
12 мая в 6 часов вечера в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступила информация о столкновении двух транспортных средств. Предварительно установлено, что на улице Автодорожная напротив дома номер 3/1 48-летний водитель, управляя автомашиной Suzuki Grand Vitara, не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем SsangYong Action, который следовал впереди в попутном направлении. Только благодаря матери, позаботившейся о безопасности своего ребенка, полуторагодовалый пассажир SsangYong, пристегнутый в детском автокресле, травм не получил. Водители и взрослые пассажиры обоих транспортных средств, благодаря ремням безопасности, также не пострадали. Зачем садитесь-то в таком состоянии-то? Сами-то Да, и что-то. знали, нет хоть? Да знал, конечно. Какую опасность-то? Да я знаю. Ну, У меня- а зачем сели? У меня права с 85-го года. Ну, Я знаю все это. Ну, просто резко тормознул. Так и ехали. Ехала со стороны ДСК в сторону города и на пешеходном переходе хотела пропустить пешехода. Когда я остановилась, внезапно почувствовала удар сзади. Проведенная при помощи технического средства алкотест освидетельствования на состояние опьянения показала, что водитель Сузуки был пьян. Показания прибора алкотестера составили 1,2 мг на литр. Кроме того, при проверке участников автопроисшествия по базе данных выяснилось, что нетрезвый мужчина с 2001 года 9 раз привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, 16 раз за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 11 раз задерживался инспекторами ГИБДД за управление автотранспортом в нетрезвом виде. По решению суда, уже будучи лишенным права управления транспортными средствами. Напомним, что с 1 июля 2015 года в законодательстве Российской Федерации произошли изменения, ужесточающие ответственность граждан, севших за руль в состоянии опьянения повторно. Согласно статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса России, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме того, гражданин лишается права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Госавтоинспекция напоминает телефоны дежурной части в Якутске 127 47 35 69 02. Помните, что каждое сообщение о пьяном водителе может предотвратить дорожное происшествие и спасти кому-то жизнь. 15 мая по 15 июня на территории города Якутска проводится первый этап профилактической операции «Внимание, дети», главной целью которой является предупреждение автоаварий с участием детей. Старт профилактической операции «Внимание, дети» дал флешмоб, организованный столичной госавтоинспекцией совместно с руководством и учащимися школы номер 31 города Якутска. Акция направлена на привлечение внимания горожан к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, который особенно остро стоит в период летних каникул. Ребята организовали мероприятие возле нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного прямо напротив образовательного учреждения на улице Каландрашвили, где наблюдается самый большой поток пешеходов, в том числе и детей. На дорогу вышли более 20 детей, в руках они держали плакаты, изготовленные своими руками. Таким способом участники акции постарались обратить внимание и водителей, и пешеходов на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Школьники также раздали автомобилистам листовки со словами «Жизнь и здоровье детей – самое важное, что может быть на свете. Мы обращаемся ко всем вам. Сделайте дороги для нас безопаснее». Каждый автомобилист должен помнить о необходимости снижения скорости вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, площадей центральной части города и мест, популярных среди детей. Особенное внимание требуется уделять юным пассажирам и помнить, что до 12 лет детей необходимо пристегивать при помощи детских удерживающих устройств, а детей постарше можно просто пристегнуть штатным ремнем безопасности. Актуальной остается проблема юных велосипедистов и водителей мокиков, скутеров и мопедов. Покупая в подарок ребенку велосипед или мокик, родители порой часто забывают, что знаний ПДД не купишь. Поэтому напомним, по дорогам общественного пользования можно управлять велосипедом только с 14 лет. Мокиком с 16 лет при прохождении водительских курсов, сдаче экзаменов ГИБДД и получении водительского удостоверения категории М.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.